Когда даже в отпуск выхожу, не могу дома сидеть, вижу, когда друзья, дети во дворе, кто-то играет, стараюсь всегда там подключиться где-то, как бы действительно, да, как многие люди говорят, для кого-то работа – это жизнь. Ну, в данный момент она для меня жизнь, да, как бы, поэтому, может, я еще и не женился. Как бы, потому что живу футболом, живу этими идеями. Вот так с любовью о своей профессии рассказывает крымско-татарский профессиональный футболист Ридван Мемишев. Он родился в 1993 году в Джанкое. Любовь к футболу – это, наверное, еще от отца, потому что отец в свое время в Узбекистане играл. И с 3 лет я уже с ним ездил по каким-то его турнирам, его играм. Ну и индивидуально он со мной уже занимался в то время. И с 6 лет я пошел на тренировки. Я тогда был один из маленьких, и с этого момента началась футбольная жизнь маленькая. В 13 лет меня отец отвез в Крымское училище Олимпийского резерва в Красноярске. С этого начался такой, можно сказать, начало моего большого пути к футболу. Ридван Мемишев начал свою карьеру в клубе «Крым-Теплица». В 2013 году стал основным игроком команды «Волынь». Он дважды расписался в воротах донецкого «Шахтера», благодаря чему «Волынь» одержала сенсационную победу со счетом 2-0. Шику пробиває, рикошет, Мемишев, забиває Мемишев. 2-0, 2-0. Ну, наверное, самое первое значимое достижение в моей карьере футбольной, в моей жизни, наверное, на всю жизнь останется. Как бы я и когда до сих пор вижу друзей, знакомых, и говорю, это этот Мемишев, который 2 гола Шахтеру забил. Вторая значимость, это, наверное, я выиграл Кубок Содружества со сборной Украины. Это тоже для меня всю жизнь будет. В Волыни я проиграл почти 4 года, да, и получилось так, что вот у нас уже первая игра сразу с Динамо Киевом на НСК Олимпийском. Пришло около 40 тысяч тогда. И эта игра дала понять что нужно стремиться всегда как бы идти вверх и находиться на таком уровне, чтобы видеть и получать такие эмоции. Мемишев стал первым крымским татарином, принимавшим участие в играх молодежной сборной Украины. На протяжении 2013-2014 годов Ридван Бей провел в составе украинской молодежки 13 матчей. Мне тогда было 19 лет, премьер-лига Украины, как бы команда, мне агент сказал, ты будешь играть или за дубль, или за Ю-19. Я еще подходил в тот момент. И мы поехали на Словению на сборы. И получается так, что в 6 матчах я забил 5 мячей. И мне сразу сказали, что ты подходишь, рассчитывают тебя под первую команду, потому что ты видно, что обученный хороший футболист. В 2017 году Ридван Мемишев продолжил свою карьеру в составе Львовских Карпат, а через некоторое время подписал контракт со спортивным клубом «Днепр-1». Последним профессиональным клубом Мемишева стала белорусская «Славия Мозырь», в составе которой он сыграл 5 матчей и забил 1 мяч. В 2018 году один из самых перспективных футболистов Ридван Мемишев вернулся в родной Крым. Последние 2 года он является игроком крымско-татарской футбольной команды «Кызылташ», основанной в 2016 году. Он признан лучшим футболистом премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2023 году. Ридван Бей уверен, для победы в футболе нужен усердный и неустанный труд. В первую очередь это нужно работать, очень много работать, усердно понимать свои ошибки, которые ты делаешь на футбольном поле, делать самоанализ и всегда двигаться вперед. Без поражений не бывает побед, поэтому все в жизни проигрывают, но нужно вставать, идти вперед и побеждать. Сегодня Ридван Мемишев готов делиться своими знаниями и обучать детей. Хочу открыть футбольную школу под названием «Кызылташ». Почему «Кызылташ»? Потому что у нас уже более 7 лет есть команда, которая выступает в премьер-лиге Крымского футбольного союза Крыма, поэтому хочется назвать так команду, так как чтобы дети понимали, что развитие клуба и футбольной школы будет, конечно, всегда каждый месяц, каждый полгода, каждый год идти только на высшем уровне.
Поэтому открываем детскую школу с 5 до 12 лет. Призываю, конечно, всех детей, особенно крымских татар, приходить, поделюсь своим опытом. Жизнь как в жизненном, так и в футбольном. Покажу, подскажу, как им двигаться в плане спорта.